С Прасковьей Ивановной Чисталевой я познакомилась близко в 1995 году, когда мы отмечали очередной юбилей Победы. В наш музей были приглашены ветераны, участники войны. И я уже знала про Прасковью Ивановну, что она преподаватель языка и литературы, что она очень хорошо владеет словом, что она работает в нашем университете, и дала ей на открытие выставки слово. Она была очень удивлена, что заранее об этом ее не предупредили, но выступила, как всегда, и в дальнейшем замечательно. И с тех пор как-то мы стали близко общаться, очень заинтересованно эти встречи всегда проходили. Многократно Прасковья Ивановна проводила у нас творческие встречи со студентами, и как участник войны, и как поэт. Ее просто умиляло, когда студенты сами выбирали любимые стихи в ее сборниках и читали это, стараясь сделать красиво, торжественно, чтобы угодить автору. Прасковья Ивановна была очень искренним человеком, очень эмоциональным. И она человек, который никогда не кривил душой, всегда говорил то, что считает в этот момент сказать. И поэтому с ней было интересно. Она была очень содержательным человеком. Помню, что когда я писала диссертацию, мне было не до изучения политических каких-то событий в мире. Прасковья Ивановна очень удивилась этому и говорит: я вам буду проводить ликбез, политический ликбез. И каждый вечер она мне звонила и рассказывала о всех новостях. Я это делала очень кратко, очень содержательно. И, конечно, она всегда добавляла и свое отношение к тому или другому событию. Мы бывали многократно и в театре, но, конечно, особенно нас сблизили выставки. Выставки, посвященные ее мужу, известному композитору, первому председателю Союза композиторов, фольклористу, кандидату искусствоведения Прометею Ивановичу Чисталеву. Когда мы делали самую первую выставку, это было в 1998 году, мы поехали вместе с Прасковьей Ивановной и ее сыном Леонидом Нюрчем. И тогда я впервые побывала в этом доме, которого не коснулась еще цивилизация в кавычках. И я увидела, насколько там все красиво, насколько там продумано, насколько там царит дух вот этого дома, потому что родителями Прометея Ивановича Чисталева, это родовой дом, были интеллигентные люди. Мама – это Елизавета Александровна Анисимова, награжденная орденом Ленина, а папа Иона Чисталев и поэт, и артист. Вот он в спектакле «Савина Уджидмыш» играл вместе со своей будущей женой Елизаветой. И, конечно, вот такие необыкновенно теплые взаимоотношения в семье, они наложили отпечаток и на вот этот дом. Он был очень уютным, очень был теплым и содержал еще и уникальную мебель, гампсовскую мебель, которую мы тогда привезли в наш музей. И вот эта первая наша выставка, пожалуй, она оказалась самой интересной. Со временем у нас музей расширился, и мы сделали экспозиционный интерьер, посвященный двум фольклористам: Анатолию Константиновичу Микушеву и Прометею Ивановичу Чисталеву. Тамара Алексеевна Чисталева, вторая жена Прометея Ивановича, которая была ученицей Прасковьи Ивановны, она подарила нашему музею фортепиано, на котором создавал музыку Прометей Иванович. И когда мы проводили какие-то встречи, посвященные памяти Прометея Ивановича, когда открывали очередную выставку, а таких выставок у нас было очень много, каждые 5 лет, то и Тамара Алексеевна, и Прасковья Ивановна были, естественно, непременными нашими гостями и участниками вот этих событий.